Сегодня в Сыктывкаре состоялось установочное заседание молодежного парламента Коми нового состава. Это, напомним, совещательный орган при Госсовете Республики. В декабре прошлого года депутаты утвердили новое положение о молодежном парламенте. Теперь это постоянный орган, а возраст юных парламентариев увеличен до 35 лет. Евгений Стокас о том, какие законы предложат молодые. 27 активных и перспективных. Теперь эти люди с горящими глазами – консультанты Госсовета по всем вопросам, связанным с молодыми. Представляют почти все муниципалитеты, всем от 18 до 35. Максимальный возраст этого состава парламента повышен на 5 лет. Молодежь у нас взрослеет. Молодежный парламент – отличная школа законодательства. Тут такая двойная практическая польза. С одной стороны, они подключаются к решению тех проблем, которые волнуют молодежь, а с другой стороны, через выявление этих проблем и собственное понимание, как эти проблемы должны решаться, они влияют на политику государства не только в отношении молодежи. Председателем нового состава из 4 кандидатов становится Александр Корзун. Он помощник депутата Сыктывкара, выдвинутый в молпарламент региональной организации продвижения молодежи. И, к слову, бывший КВНщик. В своей предвыборной речи молодой человек обещает, мнение каждого парламентария будет услышано. Планируется начать взаимодействовать с муниципалитетами, с различными советами молодых специалистов, именно по районам республики, с советами молодежи со всей республики. Также планируем вести работу в области образования, культуры, благоустройства, спорта. Этот состав молодежного парламента в Коми уже 6-й. Он включил в себя и существовавший до недавнего времени Совет молодых законодателей. В прошлом консультанты помогали Госсовету в вопросах поддержки предпринимателей и предоставления жилья молодым семьям. При поддержке старших товарищей новый состав проработает в течение всего срока этого созыва Госсовета. Евгений Стокас, Олег Жуковский, Юрген, Сыктывкар.